Город Бухара, Узбекистан. 3 победы. Мастер спорта по боксу. Многократный участник международных турниров по боксу. Шахрат Ашуров! Красный угол, боец, 27 лет, рост 180 сантиметров, вес 66,6. Город Ашхабад, Туркменистан, 3 победы. Чемпион Туркменистана по боксу, мастер спорта международного класса по боксу Хурсант Иманкулиев. С вами смотрим 4-й поединок. Занимает центр ринга Шахрух. Внушительных размеров Хурсант Иманкулиев. Превосходит он своего визави. Пока что без ударов. Есть первый джеб по воздуху. Снова пауза. Как и пауза была перед боем, так да, и и во пауза время. продолжается, в принципе. Они оба никуда не торопятся. Да, уже прошла почти минута, пока есть только 3 джеба. Все по воздуху. Хурсант, конечно, чуть габаритнее выглядит. Прям так заметно больше. Понятно, что когда еще камера на самом деле снимает под таким углом, что кажется, что прям большая разница в габаритах есть между боксерами. Да. Но он, в принципе, да, там даже и по статистике чуть повыше из той, которая у нас есть. Был такой ярый размен достаточно у спортсменов. Вошли они после этого в ближний бой и сами попросили из него выйти, чтобы продолжить разведку на дистанции. Раздергивает своего оппонента Хурсант. Так, здесь сел на одно колено Хурсант, но, конечно, не нокдаун. Здесь просто потерял равновесие, чуть сверху там придавил его соперник. Шахрух продолжает занимать центр ринга. Пытался с левым боковым нанести удар. Качает корпусом. Есть удар в корпус от Хурсанда, простите. Да, такой, наверное, пока самый низкоинтенсивный поединок, потому что большого количества атак мы не видим. Неплохо Хурсант смещается постоянно с линии атаки, пытается закручивать своего оппонента, менять направление движения, но все это без большого количества ударов. Сейчас неплохо через корпус попробовал зайти Хурсант Иманкулиев. В целом он, несмотря на то, что так в большей степени, может, вторым номером работает и отдает центр ринга, все равно довольно неплохо контролирует все происходящее. Другое дело, что первые 3 поединка приучили нас, наверное, к большей интенсивности. Да, без ударов идет вперед Шахрух. Поэтому очки пока ходят в сторону Иманкулиева. Сейчас сам попытался сблизиться. Не хочет драться в ближнем бою Шахрух. Хурсант еще раз от раза в момент сближения накрывает руки своего оппонента в клинч, так заставляя его чуть выматываться, возможно, как говорят боксеры, виснет на руках у своего соперника. Это все-таки будет еще и 6-раундовый бой, вдобавок здесь можно будет устать.
отходит к Шахруху, но при этом все совсем безударно. Да, здесь, конечно, не приходится мечтать о том, чтобы увидеть статистику ударов, которые иногда в боксе или там в единоборствах, в смешанных единоборствах, в кулачных боях могут предоставлять буквально вот прямо в перерыве. Вот. Но такое ощущение, что если бы она была, то преимущество бы в этом было бы за Хурсантом Иманкулиевым. Но мы этого не видим, мы можем только предполагать, но предполагаем с большой долей уверенности. Вот тут Иманкулиев уже сам начинает атаковать со сильнейшей руки. Да, это неплохая сейчас серия. У нас сегодня еще очень много боксеров в разноименных стойках встречаются. Вот здесь опять поединок левши против правши, потому что в левше работает Ашуров. По корпусу хорошо попадает сейчас Иманкулиев. Причем здесь надо понимать, что, наверное, одно из немногих неудобств левшей, что печень у боксера располагается в таком случае впереди, то есть она чуть более уязвима. Ну, опять же, там всегда есть особенности, всегда к этому можно привыкнуть и научиться ее защищать, но все-таки вот как будто бы как раз с пониманием этого все-таки в передний бок Иманкулиев пробовал атаковать. Возможно, даже так чуть подпробил своего соперника. Да, Иманкулиев уже почувствовал свою дистанцию, начинает пробивать сильнее, со своей сильнейшей руки оппонента, и все правильно делают, так как бойцы работают в разносторонних стойках. Вот опять же, о чем мы и говорили. Будет ли подключать серии Иманкулиев, потому что там достаточно неплохая, быстрая серия была в его исполнении. Снова вот сейчас так отвлекающий удар левым сбоку и в разрез правым. Все, уже занимает уверенно центр ринга сам Иманкулиев, пробивает в корпус своей сильнейшей рукой. Продолжает преследовать Шахруха. Шахрух не пытается носить удары, и вот полетел вперед. Неплохо. Были попадания. Хорошо сейчас встречает Иманкулиев. Да, заметьте, кстати, как поменялся рисунок. То есть теперь Иманкулиев центр ринга занял. И если до этого он двигался и тянул на себя, то здесь, наоборот, он уже прессингует. И, допустим, несмотря на то, что Ашуров теперь располагается как бы в его позиции, так, здесь, по-моему, даже какое-то недопонимание между боксерами есть. В общем, хотелось сказать, что теперь уже сам Иманкулиев занял центр ринга, но он выглядит агрессором. Он не выглядит как боксер, который вынужден ходить, преследовать и там пытаться просчитать своего оппонента. Он выглядит как такой явный, давящий первый номер. Да, но он... Ты как сказал, регламент боя это 6 раундов. Он посмотрел, что будет. О, сейчас неплохо под руку запустил. Такой левый, правый снизу Шахрух. Смотрел какие-то новости и публикации о нем, и вот буквально год назад он просто блестящий нокаут оформил на одном из турниров. Также он транслировался на телеканале «Удар», и, в общем-то, ну, конечно, не кандидат на нокаут года, но очень эффектно он рубанул своего оппонента. Было это еще в мае прошлого года. Кто захочет, я думаю, легко найдет, и просто должны мы делать скидку на том, что Иманкулиев, если нужно, может пробить жестко и тяжело. Посмотрим, удастся ли ему в этом бою, но, по крайней мере, стоит держать это в голове. Фехтуют на передних руках боксеры. Хорошо сейчас через корпус начал свою атаку Иманкулиев. Отвлекает передней рукой Шахруха, вот наносит удар
со своей сильнейшей руки Иманкулиев. Повторяет этот удар. Снова пауза у нас. Призывает подраться Иманкулиев Шахруха. Два прямых подряд пробил Иманкулиев, хорошо. Постепенно, да, конечно, забирает он инициативу. Такое ощущение, что еще довольно жестко он бьет, и все меньше и меньше желания у его оппонента под эти удары подставляться. Если первый раунд такой был, в принципе, довольно неплохой, обоюдоострый, то вот сейчас Иманкулиев начинает атаковать гораздо эффективнее. Прошел половина третьего раунда. Пробивает в корпус Шахрух. Сбавили немного темп бойцы после второго раунда. Повторил атаку Иманкулиев. Пробивает в корпус. Продолжает занимать центр ринга Иманкулиев. Да, в принципе, такое ощущение, что это можно просто раз в 10 секунд говорить и попадать в точку, даже не глядя на экран, потому что Иманкулиев прям прибрал инициативу. Сейчас через корпус хорошо зашел. Прямо под локоть завел свой кулак Иманкулиев. Да, и достаточно тяжело бьет, особенно по корпусу. Да, вот это, конечно, уже показатель мастеровитого боксера, когда ты можешь очень круто работать с темпом. То есть он, Иманкулиев, вроде бы первые минуты провел, как будто это равный поединок. Потом добавил, сейчас добавил еще, и уже мы прям видим, что он не то что владеет инициативой, он может и досрочно завершить бой практически, ну, не в любой момент, но не удивимся мы, если вдруг посчитают судьи. Да, он сейчас, меняя этажи, пробивает достаточно акцентированные удары. Сдвоил правую руку. Небольшой сумбур произошел. Сейчас. Бой складывается не в его пользу, что ему придется в ближайшие несколько минут тяжело. Даже если бой продлится всю дистанцию, будут очень долгие и сложные 9 минут у Шахруха Ашурова. Да, вот уже есть пропущенные сильнейшие руки от Иманкулиева. Сейчас он добавил передней рукой. Раздергивает на ногах оппонента Иманкулиев. Да, он не спешит. Вот как раз то, о чем мы говорили в начале трансляции, очень экономично и экономно работает. Постоянно перед своим соперником, постоянно ему угрожает, но при этом не выбрасывает большого количества ударов, не тратит силы, дергает, выцеливает, ищет возможность для атаки. Вот сейчас запустил правую руку, почувствовал, что может провалиться, остановился. Вот хорошо отмеряет дистанцию передней, не пробивая, фехтует ей, отвлекая защиту Шахруха, попытался встретить снизу. Иманкулиев пошел на него вперед. Ашуров. Да, ну и, возможно, там ошибусь я в попытке какой-то тактической трактовки этого боя, но, по-моему, Ашуров начал гораздо больше от защиты работать. Понимает он, что там, может в этом бою проиграть досрочно, и решил просто попытаться там не дать большого количества возможностей своему сопернику. Да, пытается зайти с атакой Ашуров, но пролетает свою дистанцию, и оказываются они в ближнем бою.
Вообще там многие знакомые боксеры говорят, что когда существует некая разница в классе у вас в боксерском поединке, то большое значение имеет, для чего твой оппонент вышел на ринг. Если он вышел, допустим, готовый проиграть, но не досрочно, то нокаутировать его очень тяжело. То есть, когда твой оппонент в целом согласен с поражением, то есть для него не проблема потерпеть поражение, он пытается просто не принять большого количества урона, то это прямо тяжелая задача выиграть у него досрочно. Ты можешь, в принципе, довольно легко отбоксировать на победу решением, но по закрытому человеку, который не слишком активно идет вперед, попасть так, чтобы его отправить в нокаут, бывает сложно. Поэтому, если там вдруг Шахрух принял решение, что он просто отбегает и там подвигается до конца, то действительно здесь может и не быть нокаута или нокдауна. А вот если будет атаковать, раскрываться, если будет там искать возможности для победы, то в свою очередь и у Иманкулиева появятся шансы. Но он пытается огрызаться. Навстречу у Иманкулиева не получаются пока мощные атаки. Там не та дистанция для этого. Быстро сокращает дистанцию Ашуров. Но это пока только 4-й раунд. Он заканчивается, драться еще 2. Ведь он может подзамедлиться. И там где-то... О, сейчас неплохо. Причем такие быстрые прямые получаются у Иманкулиева. В самом конце раунда он как будто бы включился и прям несколько раз действительно тряханул соперника. И вот то, о чем я говорил, да, пытается когда идти навстречу. Повергло в шок. А теперь смотрим 5-й раунд этого боя. Сможет ли придумать что-то Ашуров или смириться со своим поражением и продолжит дальше действовать от обороны. Да, причем Иманкулиев легко заметить, что он не форсирует. Хорошо сейчас боковым по корпусу Иманкулиев атаковал. С 2 ударами огрызнулся Ашуров. Повторил правой рукой, жестоко. Причем очень тяжело, да, он бьет правой. Прям слышно, как эти удары ложатся и как тяжело их держать Ашурову. С шагом назад попытался пробить Хусрант. В блок. Да, причем Иманкулиев так методично расстреливает соперника, не переживает, если вдруг попадает по блоку. Он как будто бы этим просто тоже постоянно держит в напряжении, постоянно защищает, заставляет обороняться, или заставляет защищаться, хотел я сказать, Шахруха. Да, но при этом не получается пробить довольно жестко навстречу у Иманкулиева. Ну, заметь, да, Ашуров просто и не открывается практически. То есть вот уже, наверное, скоро 1,5 минуты будет, как идет раунд. Но минимум атак мы видим от Ашурова, особенно таких долгих, продолжительных. Хорошо под локоть сейчас завел удар Иманкулиев и мог пробить корпус. Даже покивал ему Ашуров. Хороший удар справа. Еще раз. Ну все, начинает Иманкулиев играть. Он понимает, что забирает этот бой. Понимает, что его соперник откровенно выживает. Мы, как и говорили, минимум атак уже видим у Ашурова. Иманкулиев постоянно перед ним, постоянно нависает над ним, дергает и просто ищет возможность для хорошего силового удара. Хотелось бы услышать подсказки из угла Ашурова, что ему сейчас рекомендуют его секунданты. Выполняет ли он план на бой? Продолжает поджимать Иманкулиев. Вот сейчас огрызается Ашуров. Неплохо уходит после атаки. Снова клинч.
Но здесь даже потому, как канатом поставил Иманкулиев Ашурова, видно, что он физически мощнее и свежее, просто потому что вот он пошел и буквально сдвинул своего оппонента туда, куда ему нужно. Да, не оказывает должного давления Шахрух на своего оппонента, поэтому он волен делать все, что хочет в ринге, и даже особо не устал. Сдвоил правую руку сейчас Иманкулиев. Не, апперкот тому Иманкулиеву понравился, потому что он так буквально поднял голову своего соперника этим ударом снизу. И этой же рукой дал прямой. Ну да, сейчас уже такой D-класс, в принципе, мы в ринге видим. Я бы, наверное, обратил внимание только на то, что Шахрух неплохо двигается на ногах по-прежнему. То есть у него есть этот челнок, он постоянно на автомате заходит за переднюю руку своего соперника, то как обычно. Вопрос в том, будет ли Иманкулиев за этим нокаутом гоняться в 6-м раунде. Знаешь, Сейчас посмотрим. Выходя на бой, лишний раз неплохо и продышаться. То есть, если остались силы, нужно их оставить. Конечно, рисковать на публику тоже не стоит, там, отправившись в нокаут в выигранном бою. Это такая себе история. Ну да, но с другой стороны, я с тобой соглашусь, что иногда в красную зону полезно себя загнать, то есть вот просто дать себе максимальный темп, посмотреть вообще, как твое тело тебя в нем поведет, потому что, как все говорят, ну ни один спарринг в плане там эмоций, какого-то чувства опасности не сымитирует то, что происходит с тобой в бою, поэтому здесь, ну, просто понаблюдаем за Хурсандом Иманкулиевым, у которого есть 3 минуты, и он их может провести так, как ему заблагорассудится. Хорошо сейчас на оттяжке. Иманкулиев хотел сыграть, но безударно в итоге прошла эта комбинация. Точнее, удар был, но по воздуху. Проваливает Иманкулиев, пока спокойно боксирует. Нет ощущения, что он действительно хочет там всего себя оставить в этом последнем раунде. Прям очень такой спокойный 6-й раунд пока. Хорошая серия. В блок очень много, но очень жесткие удары эти получаются у Хурсанда. И мне кажется, что даже через блок неприятно такое держать. Тем более вот сейчас несколько чистых попаданий от него было. Неплохо очень сместился Иманкулиев сейчас после удара снизу. А вот сейчас, да, начал, по-моему, разбивать Иманкулиев. Уже начал бить с акцентом почти в каждой серии. Жесткий удар по корпусу сейчас. Отвечает Шахрух. Ну да, и видно даже, что Иманкулиев постоянно подходит к Шахруху, постоянно его держит в напряжении и начинает все более и более интенсивно атаковать. Последняя минута 6-го раунда. Включил движение по кругу. Ашуров сейчас встал. Будет атака от Иманкулиева. Раздергивает, пока не получилось. Идет дальше. Снова серия. За блоком на самом деле неплохо закрывается Шахрух, то есть очень многие удары он принимает на перчатки, несмотря на то, что у него разбит нос, но опять же по такому бою это там, наверное, то немногое. Вот сейчас зацепил, по-моему, Иманкулиев. Да, зацепил, видно было. Ашуров сразу сблизился и не сигнализирует о том, что он хочет выйти из клинча, как обычно было в этом бою.
Ну да, понятно, что тяжеловато уже Шахруху, но опять же и время заканчивается. Вероятно, он решением судей проиграет. Хорошо сейчас слева цепляет Иманкулиев. Да, Иманкулиев все равно создает эпизоды, в которых мог бы рефери посчитать нокдаун. Попытался уже сейчас откровенно спровоцировать и вытянуть на себя. Боец красного угла Хуршат Иманкулиев!